Если маска вдруг как-то спадает или еще что-то, если вы ее хотите поправить, чтобы это не было нарушением, пальцами, вот здесь, нигде датчик, а вот здесь вы можете ее поправить, где помехи датчиков нету, тогда проблем не будет. Инструктаж провели, правила безопасности разъяснили. Каждому участнику выдают оружие и сенсоры. Старт игре можно давать. Команды занимают позиции на своих базах, обсуждают стратегию, отыгрывают сценарий. Наставник напоминает, главная задача – ликвидировать вражескую силу и захватить флаг. Лазертаг – это командная военно-тактическая игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров. Дымовые гранаты активированы, начинается настоящее сражение. Попадание в противника отображается красным светом сенсоров. Если в процессе игры происходит виртуальная смерть участника, он возвращается на базу. Там он может возродиться, то есть вернуться в игру. Выносливость, быстрота реакции, стратегическое мышление – вот решающие факторы для победы, отметил наставник на играх. Побеждает та команда, которая сумеет удержать дольше флаг. После окончания игры она идет 10 минут. Сам флаг уже на экранчике показывает результаты игры, то есть в основном учитывается только флаг. Количество убитых соперников и так далее в учет не идет. Одно неверное решение участника может повлечь за собой поражение всей команды. И ребята это понимают, проявляют свои лучшие качества, сражаются так, чтобы не подвести остальных. На Сунжинском полигоне за победу борются 3 команды, в каждой по 20 человек. Это учащиеся со всех школ республики. На данный момент техника очень удивляет, потому что ранее такого никогда не встречалось, а именно в нашей республике Ингушетия. Надеюсь, наш президент обратит внимание на то, как ученики с разных школ приходят и с радостью участвуют в таких мероприятиях. И в нашей республике Ингушетия, маленькой, но очень великой, будут проводиться намного более таких мероприятий. Турпалхоз значит воин. В истории нашего народа их всегда было много, как в годы Великой Отечественной, так и сейчас на СВО, отметил заместитель председателя правительства республики Юсуп Зурабов. У нас 4 героя России, к сожалению, 3 посмертно. И я считаю, что вот данное мероприятие, вот именно вот эти игры, они прививают молодежи любовь к родине, понимание того, что они обязаны отдавать долг родине, и их воспитание, которое взяли мы на себя, старшее поколение, это воспитание должно лечь основой, фундамент независимости и целостности нашего государства, Россия, и нашей республики, в частности, нашей малой родины. Музыкальную паузу на играх обеспечивает творческий коллектив из Кабардино-Балкарии. Звучит марш прощания славянки известного композитора Василия Агапкина. Организатор мероприятия – Комитет по делам молодежи. Игры проводятся с целью патриотического воспитания и повышения мотивации до призывной молодежи вступить в ряды вооруженных сил России. Данные военно-тактические игры проходят впервые. Ранее проводились мероприятия патриотического характера по типу «Зорница», «Рубеж», но по составным элементам они отличаются. У нас впервые есть такое лазерное оборудование, чтобы сыграть. У нас впервые есть программное обеспечение, программный комплекс, чтобы реализовывать обучение по БПЛА, то есть уже более современные подходы были привнесены в данные игры. По завершению турнира сегодняшних призеров и победителей наградили медалями и грамотами. Это лишь первое из 15 запланированных соревнований по лазертагу в рамках республиканских военно-тактических игр Турпалхо. Цикл мероприятия охватит около 1000 школьников и студентов. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.